Те американцы, что вводят санкции против уйгурской автономии, бессовестные люди. Уйгурская автономия – самый чувствительный регион Китая. Те, кто был, говорят, что здесь очень безопасно. А те, кто не был, думают, что полно опасностей. А какая же она на самом деле? Настоящая уйгурская автономия и какая жизнь здесь у уйгуров? А человек, с которым мы встретимся, Майран Турак, один из первых уйгуров, современных кутюрье, он открыл в Кашгаре ателье уйгурской национальной одежды, и ему 28 лет. Сначала я учился на врача. Я поступил в медицинский институт во внутреннем Китае. Медицина в глазах моей семьи – это очень хорошая работа. А я после окончания решил заняться бизнесом, открыть свою дизайнерскую студию уйгурской национальной одежды. Мои родители очень хотели, чтобы я пошел работать в больницу. Но я очень хотел открыть свое дело, свой магазин. Сначала они были категорически против. Мама считала, что предпринимательство – это слишком рискованно. Не заработаешь денег. Она даже не хотела шить для меня одежду. А что, твою одежду шила твоя мама? Да, первое время. Мне просто хотелось, чтобы она увидела, я открыл магазин и зарабатываю деньги. Деньги, заработанные за первые 2-3 месяца, я ни на что не тратил, все отдавал маме. И когда она увидела, что все серьезно, тогда она изменила свое отношение. Здесь все уйгуры. Эти тюбетейки, у них много разных узоров. Я вижу на улице много уйгуров в тюбетейках. Например, пожилых людей. Они почти все носят тюбетейку. Они носят ее, чтобы защитить голову. Это тесно связано с медициной. В уйгурской медицине область между бровями считается центром человеческого тела. Эти тюбетейки мы восстановили и сделали сами. Некоторые узоры были уже утеряны. Мы по старым фото восстанавливаем. А, наверное, и у тебя есть такая страсть, такое чувство, желание передать эту культуру дальше, сохранить ее. Да, есть такое чувство. А это одежда, которую мы приобрели. Ей почти 100 лет. Времен династии Цин. А сам ты когда-нибудь одеваешь свои наряды? Да, но я сочетаю ее с современной одеждой. Это прекрасная древняя уйгурская культура. Хотя моя тема – старинные костюмы, но моя концепция – современная. Сочетать уйгурскую традиционную одежду с современностью – в этом моя цель. Но, как только я сделаю что-то современное, так сразу находятся те, кто копирует. Запускают массовое производство. Они еще и хитрые, не делают точную копию, немного изменяют. Этого трудно избежать. Если выложить в интернет, сразу копируют. А не выкладывать в интернет, тогда никто не узнает. Как раз сегодня днем у меня клиентка в магазине. Она будет примерять национальную одежду. Я планирую пойти с ней, посмотреть, как делаются эти впечатляющие профессиональные фото. Если кто-то хочет здесь примерить наряды и сфотографироваться, нужно ли записываться заранее? Да, в основном по предварительной записи. Стоимость – 1900 юаней. Есть и за 4900, и даже за 8900. А в чем разница? В количестве человек и комплектов одежды. За 1900 можно ли надеть любую одежду? Всю, что есть. Да. То есть, независимо от цены, можно надеть все. Будь это музейный экспонат или наши новые наряды. Обычно они просят вас помочь выбрать или подбирают сама. Обычно просят нас порекомендовать. Но мы никогда на одном клиенте не повторяем то, что уже делали раньше. Хотя многие клиенты не против повторения. Но нам самим не нравится повторяться. Это тоже уйгурская одежда? Нет, это узбекская. Общее в том, что это тоже атлас и тоже чипан. Один мой однокурсник после университета вернулся, увидел, что здесь все неплохо, и захотел работать с нами. А его родители заставили пойти на работу в больницу. И ему это ужасно не нравилось. А потом он смог убедить родителей. Никак не убедишь. Просто уволился и пришел к нам. А его родители сейчас что говорят? Сейчас уже нет.
Они ведь видят, что у нас бизнес идет очень хорошо. Даже иногда говорят своим друзьям: «Мой сын занимается таким делом, что стал знаменитым». Например, я организовал шоу с уйгурской старинной женской одеждой «Красота столетия». Нас приехала снимать съемочная группа из центрального телевидения со знаменитым ведущим. А я спрашиваю оператора: «А кто это?» Он говорит: «Ну ты даешь, он же звезда, быстро загугли». Оказалось, очень крутой. У нас в уйгурской автономии все включили телевизор. Все сидели там. Моя мама почти ничего не поняла. Она плохо знает китайский. Но она плакала с самого начала и до конца. Это были слезы волнения, слезы радости. А вечером устроили праздничный ужин. На следующий день на автобусной остановке какой-то парень все смотрел на меня. Спрашивает: «Это не ты ли вчера по телевизору был в новостях?» Было очень приятно. Чувствуешь, что тебя признали. Потом такие случаи стали происходить очень часто. Но мне больше нравится погружаться в свой собственный мир творчества. Могу неделю не смотреть в смартфон и быть совершенно счастливым. Но как только я и мои коллекции стали популярными, я должен ходить на всякие представления, презентации, модные показы, и я заставляю себя идти туда. Моя работа — больше общаться, не только создавать, но и демонстрировать новые коллекции. Уйгурская автономия очень многообразна. Даже сами уйгуры тоже очень разные. Почему уйгурская цивилизация была такой крутой? Потому что на древнем шелковом пути на уйгурской земле сошлись 4 великие мировые цивилизации, а еще много малых цивилизаций. Все это говорит о том, что уйгурская земля сама по себе очень открытый регион. В уйгурской одежде собрано очень много элементов. И свои уйгурские, и ханьские, центральноазиатские, европейские, разные, надо сохранить и приумножить наше культурное достояние. Ты сказал, что твои родители не очень знают китайский язык. А раньше, когда они учились в школе, занятия велись на каком языке? Тогда обучение было на уйгурском. Китайский тоже изучали, но китайский язык у них только с середины школы начали вводить. А мы уже с 3 класса начали изучать китайский. До этого все было на уйгурском языке. Потом некоторые предметы у нас велись на уйгурском языке, а некоторые на китайском. Что касается меня, то с обоими языками у меня проблем нет, ни в речи, ни в письме. А ты тоже изучал математику, физику и химию на китайском. А на экзаменах у вас все как у нас во внутреннем Китае. Нужно ли уйгурам сдавать китайский язык? На китайском у нас математика, точные науки, плюс китайский как отдельный предмет. На уйгурском — уйгурский язык и литература, история. Английский тоже учили, но его не было на экзаменах. А по уйгурскому языку для ханцев тоже есть экзамен. А если ханец родился в Кашгаре, то он должен сдавать экзамен по уйгурскому языку. Нет. Для ханьцев в Кашгаре все точно так же, как для китайцев во внутренних районах Китая. Уйгурский язык он может учить по желанию. А ваша балла разве не считается отдельно при поступлении? Нет, все точно так же, как во внутренних районах Китая. Но, например, если для поступления в университет нужно набрать 500 баллов, то если ты с ханьцем набрал одинаковый балл, то возьмут уйгура. Потому что правительство делает уйгурам свою надбавку 50-80 баллов. По согласованию с правительством уйгурской автономии в Китае уйгурским студентам выделили много мест. Поэтому уйгуров, которые едут учиться во внутренние районы Китая, стало больше. Я сам учился на юге Китая. О севере, в Пекине, Шанхае об уйгурской автономии знают намного больше. Там очень модно ездить в туры по уйгурской автономии, особенно в Кашгар. Делать фото в национальной уйгурской одежде и выставлять в соцсети. И очень любят уйгурскую еду. А вот на юге Китая про уйгуров знают слишком мало. Они вообще о тех, кто отличается от них, знают так мало, что это иногда выглядит глупо. Например, они подозрительно спрашивают: «Вы все еще носите с собой сабли?»
А сколько жен можно брать? Вы все еще живете в пещерах. А я-то думал, что хотя бы студенты должны быть хоть более образованными. Когда я только приехал учиться на юг Китая, мой однокурсник, у которого был смартфон, спрашивает, а в Синьцзяне есть такие телефоны? Ты такие телефоны раньше видел? Было очень смешно и даже обидно. Поэтому я стал дизайнером, чтобы показать нашу культуру. Как жители внутренних районов Китая узнают о Синьцзяне? Во-первых, через торговцев шашлыком, а во-вторых, через торговцев знаменитыми уйгурскими сладостями сакмак. Они торгуют по всему Китаю. Через таких уроженцев уйгурской автономии, торгующих в Китае, они узнают, какие же они уйгуры. На самом деле, жители внутренних районов Китая во многом составляют мнение о Синьцзяне именно под их влиянием. Как только я уезжаю из уйгурской автономии во внутренние районы Китая, я невольно становлюсь представителем уйгуров. Можешь 10 раз кричать в рупор: «Я обычный, независимый человек, я представляю только себя». Ничего не поможет. Все смотрят на твое поведение, на твои поступки. Люди думают, раз он из Синьцзяна, значит, все уйгуры такие. Поэтому моя работа очень важна — показать все богатство уйгурской культуры. Занявшись дизайном одежды, я столкнулся с американскими санкциями. Они вводят санкции против синьцзянского хлопка. Вводить санкции против уйгурской автономии бессовестно. Эти их санкции могут повлиять на доходы уйгуров, моих родственников, на цену хлопка. Потому что это очень важная отрасль для уйгурской автономии. Огромная индустрия. Это на самом деле санкции против уйгуров, против очень чистых душой пожилых людей, крестьян. Они занимаются этим делом всю жизнь, живут этим, кормят свои семьи. Защита семьи — это действительно важная тема. Мы в каждой семье, когда возвращались домой, помогали собирать хлопок. В памяти это очень красивые моменты. А они на Западе это используют против уйгуров, искажают. Когда все так выворачивают, и когда я представляю эту картину, то думаю, у них слишком черное сердце. Это очень чувствительная тема, связанная с политикой. И мне не хочется в это ввязываться. В общем, на душе было очень тяжело. Так не должно было случиться. А что касается религии, многие в Китае думают, что все, кто исповедует ислам очень радикально, уйгуры действительно такие. У нас свобода вероисповедания. Свобода верить и свобода не верить. Я с детства жил в такой среде. Многие верят, многие не верят. И вообще, кто во что верит, все очень по-разному. Но мои привычки в жизни, в питании такие же, как у мусульман. А ты совершаешь намаз? Нет. А даже, в принципе, могу выбирать себе невесту не только из своего народа. Но брак — это семейное дело. Мои родственники не очень хорошо говорят на китайском. И они не хотят, чтобы я нашел кого-то, чей язык они не понимают. А ты, когда будешь искать невесту, все же склонишься к своему народу, к уйгурке? Да, конечно. Больше всего я ненавижу тех, кто намеренно разжигает противоречия между народами. Мне очень хочется, чтобы каждый человек относился к обществу с чувством ответственности, старался распространять что-то хорошее. Хватит уже причинять друг другу боль.